большого. Дошел танц халеци ах, дошел танц халеци ах. Знаешь, что-то такое со мной происходит. Дошел танц халеци ах, дошел танц халеци. Понимаешь, ты схватил золотую перо, так сказать, золотую ручку, понимаешь? Ну, вот. А я о чем пою, ты знаешь? Абсолютно о том же, дорогая. Лебедь, жизнь покончит самоубийством. Представляешь? Ну, это кошмар какой-то просто. А можно что-то сделать, чтобы он остался жить? Ну, для этого надо, чтобы его кто-то полюбил. Так гласит народная грузинская мудрость. Вот и все. Хорошо. А я пел, знаешь, какую песню? Прекрасную песню. Ну, сейчас. давай. По аэродрому, лайнер пролетел как по судьбе. Я пел только что. Дошел там с халеци ах. Ты знаешь эту песню? Ты продолжение просто в этой песне не знаешь. А мне просто эти слова очень нравятся. Какие? Еще раз повторяю. Хорошо, потом я научу тебя. Итак, друзья, мы идем дальше. И у нас следующая номинация. И позвольте объявить следующий раздел торжественной церемонии. Телевидение. В этом разделе представлены следующие номинации. Лучший информационный сюжет. Лучшая информационно-аналитическая передача. И лучший документальный фильм. Мы приглашаем на сцену победителей в номинации «Лучший информационный сюжет». Рахим Гириханов, телерадиокомпания «Грозный». Динара Мурадова, телерадиокомпания «Грозный». Рустем Рахимов, журналист, фрилансер, Казахстан. И, внимание, друзья, для объявления победителя мы приглашаем на эту сцену председателя избиркома Исмаила Байханова. Исмаил, спасибо, что вы с нами. Приветствую вас. И вот вам передают сейчас конверт, собственно, в нем судьба наших победителей. Они все трое победителей, конечно, но как распределяться места, мы узнаем из ваших уст. Все-таки долгие годы работы в избиркоме накладывают свой отпечаток. Исмаил даже искренне удивился, когда ты сказал, что в этом конверте судьба наших участников. Как будто там могло быть что-то другое через 28 номинаций. Нет, уважаемый Ирина, я знаю, что здесь точно судьба конкурса. Что? Именно судьба вот этих троих наших лауреатов. Да? Ну давай. Спасибо. Уважаемый глава Чеченской, уважаемые гости, разрешите меня огласить победитель лучший информационный сюжет. Третье место Рустем Рахимов. Рустем Рахимов, который приехал из Казахстана. Внимание, второе место. Второе место Рахим Гириханов. Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Ну и первое место. И первое место Динара Мурадова. Динара Мурадова, первое место. Диплом, статуэтка, букет. И, конечно же, из рук председателя избиркома. И прошу вас сейчас помочь. Вот. Добрый вечер, зрительный зал, коллеги. Я считаю, что эта победа не только моя, но и всех журналистов Чеченской Республики. Они лучшие. У нас самый лучший глава Чеченской Республики, он первый в мире. И мы просто обязаны быть первыми. Вот. Хочется поблагодарить Адлана Бачаева, который поверил в меня. У нас самый креативный директор, самый креативный главный редактор. Я их всех люблю. Все. Браво, здорово. Так, держать, новых вам побед и, конечно же, всем победителям. Друзья, просим вас пройти в зал. Я понимаю, не хочется уходить со сцены, но спасибо, спасибо. Но мы переходим к следующей номинации. Итак, следующая номинация. Лучшая информационно-аналитическая передача.
Итак, внимание, друзья, позвольте пригласить на сцену победителей в данной номинации. Это Элита Ламхаева, телерадиокомпания «Грозный». Оксана Черксиева, телерадиокомпания «Путь». И Александр Карташов, телерадиокомпания «Азово-Черноморская», Ростов-на-Дону. А для объявления победителей в этой номинации мы приглашаем на сцену Мурата Тагиева, министр Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации. Итак, начнем с третьего места. На этот раз. Лучшая информационно-аналитическая передача. Третье место. Элита Ламхаева. Примите, пожалуйста, эту награду под аплодисменты всего зала. Друзья, давайте поддерживать, давайте получать радость от того, что наши коллеги, представители народа, представители этих... Второе место. Александр Карташев. Александр Карташов, лучшая информационно-аналитическая передача, город Ростов-на-Дону. И первое место получает у нас Оксана Черксиева. Да. Оксана Черксиева, телерадиокомпания «Путь» имени Ахмада Кадырова. Я здесь, я рядом. Добрый вечер, уважаемый глава республики Рамзан Ахматович. Добрый вечер, уважаемые коллеги, гости. Мне бы хотелось поблагодарить от души. Сегодня, стоя на этой сцене, хочется сказать только самые теплые, приятные слова в адрес человека, легендарного человека, чье имя носит этот конкурс. Первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который внес огромный вклад в развитие Чеченской Республики, чтобы было мирное небо над нашими головами. И еще мне хочется, это не только моя победа сегодня, это победа всего коллектива телерадиокомпании «Путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова в лице нашего директора, духовного наставника Адама Шахидова, Лерейс Халшон. Уважаемый Рамзан Хаджи, хочется поблагодарить вас. Без вашей поддержки, без вашего внимания мы бы не смогли сегодня доносить до наших телезрителей истинную ценность и красоту ислама. Лерейс Халшон. Дал Алашвай. Спасибо вам большое. Мы поздравляем вас, друзья. Благодарим вас и просим пройти в зал. Друзья, встречайте наших победителей. Спасибо. Переходим к следующей номинации. Следующая номинация, друзья, внимание, лучший документальный фильм. И позвольте сейчас пригласить на сцену лауреатов данной номинации. Марьям Габаева, радиокомпания «Грозный». Вы слышите радость, которую сейчас испытывают все сидящие в зале. Игорь Наймушин, международная телерадиокомпания «Мир», это город Москва. И Нура Шаипова, телерадиокомпания «Война». Для оглашения имен победителей на эту сцену приглашается министр по делам молодежи Хошбауди Даев. Лермер Рамзан Ахматович, Алмин Августи. Итак, третье место. Номинация «Лучший документальный фильм». Третье место. Марьям Габаева. Марьям, поздравляем вас.
второе место. Второе место Игорь Наймушин. Игорь, поздравляем вас. И первое место Нура Шаипова. Нура, просим вас к микрофону. Кстати, вы знаете, я обращаю внимание на то, что сегодня в печатных СМИ женщины в Чечне практически лидируют. Вот обратите внимание, сколько победительниц женщин сегодня на этой сцене. Это так приятно. Это не случайно. Просим вас, дорогая. Я хочу поблагодарить руководство республики, организаторов этого конкурса, лично вас, Рамзан Ахматович, за этот праздник журналистов, теперь уже не только республики, но и всей страны. И я хочу сказать, что еще хочу поблагодарить руководство моей телевизионной компании за то, что они выставили мою работу, доверили мне на этот конкурс. Я случайно подаренная книжка о участниках дикой дивизии в Первой мировой стала для меня открытием, оно меня обогатило. И я поняла, что наши предки больше всего в жизни ценили достоинство и честь. У нас есть кому поучиться. И самое главное богатство любой страны – это настоящие мужчины, на которых готовы молиться прекрасные женщины, матери, жены, сестры. И, пользуясь этой сценой, я бы хотела призвать молодых историков обратиться к истории, не лениться, работать в архивах. Там бесценное наследство. Лучше 1000 слов, яркий пример. И у нас они есть. Прошу вас, будьте трудолюбивы, и ваш труд не пропадет. Мы не станем, как говорится в русской народной пословице тогда, и наши дети не станут Иванами, не помнящими родства. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за эти прекрасные слова. Поздравляем вас с победой и просим вас отправиться в зал, где вас ждут с открытыми объятиями ваши друзья и близкие. Спасибо. Я надеюсь, что вы не устали, потому что самая главная интрига вечера, кому же достанется гран-при, у нас еще впереди. Но она уже очень-очень близка. И чтобы вот эту паузу, знаете, как у нас в театре в Амхате говорят, пауза дорогого стоит. Вот сейчас эта пауза перед главным событием, я полагаю, должна быть музыкальной. Абсолютно верно. Вокальная женская группа Нур Жавхар.
Браво. Потрясающе, невероятно красиво вообще. Какие удивительно красивые чеченские женщины, а? Удивительно красивые. Как потрясающе поет. Итак, друзья, мы продолжаем. И сейчас, дорогие друзья, уважаемые гости, позвольте представить вам главный раздел программы конкурса «Золотое перо». Он посвящен роли первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в новейшей истории России. Приглашаем на сцену победителей в этой номинации. Лизу Умарову, государственная телерадиокомпания «Войнах». И Магомеда Алиева, газета «Гумс», Чеченская Республика. А победителей в этой номинации объявит помощник главы Чеченской Республики Муслим Хучиев. Давайте поприветствуем, господа, того, кто будет сейчас объявлять награды. Муслим. Спасибо. Спасибо. Лучшие аналитические материалы роли первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, новейшая история Российской Федерации. Приз вручается Лиза Умарова. А также Магомед Алиев. Мы поздравляем вас с победой, дорогие. Конечно, хотелось бы услышать несколько слов. Я уверен, что вы волнуетесь. И кто будет говорить? Спасибо. Помочь? Я помогу, конечно. Салам алейкум. Рамзан Ахмадович, Айши, добрый вечер, гости
Я, конечно, когда подавал заявку, не думал, что вот так вот буду стоять на этой сцене и говорить. Но я скажу вам честно, я писал от всей души, потому что этот человек, так, про него, про Ахмада Хаджи Кадырова, надо писать и говорить. Благодаря ему мы вот сегодня собрались здесь и свободно, я так скажу, дышим. Аллаху Акбар. Спасибо большое. Спасибо за ваше волнение, спасибо за ваши работы и за то, что вы говорите. Будьте здоровы и просим вас пройти в зал. Муслим, спасибо вам за то, что объявили наших победителей. И, друзья, я бы хотел сказать сейчас, чтобы вы все знали об этом. Сегодня за первое место от фонда имени Ахмада Кадырова получили за первое место 50 тысяч рублей. За второе место наши номинанты получили по 30 тысяч рублей. И за третье место 20 тысяч рублей. И самое главное, что не только это является сегодняшней интригой. Также впереди нам еще предстоит узнать, кто станет главным призером и получит высшую награду конкурса Гран-при 8-го международного конкурса журналистов «Золотое перо». Уверена, что этот человек будет вознагражден особенно. Конечно, но перед этим нам необходимо, буквально небольшая, но все-таки необходима передача. Тоже называйте вещи своими именами. Вам просто так понравилось, как поют чеченские женщины, что вы уже, Игорь, просто не можете остановиться. Ни в коем случае. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Я даже не могу приблизиться к ним. Я не могу приблизиться к ним. Разве что только микрофон тебя с ними объединяет. Именно так. Ну что ж, сейчас на эту сцену выйдет, я думаю, любимая многими, кто находится в этом зале, заслуженная артистка Российской Федерации Мака Межиева. Мака Межиева! خزديا ليش كدو
غزقني شوقي خو هر دنيا خزديا يختدود أيديا ما عندي كونها Да, мне кажется, это редкий случай, когда даже Мака смутилась. Мака, браво, спасибо, я не мог удержаться. Друзья, я должен вам сказать, что после Маки, после этой потрясающей женщины, какой мужчина должен выйти на сцену? Кто осмелится выйти на сцену? Какой гордый и мощный в войнах с удивительным голосом посмеет петь после нее? И я знаю одного такого мужчину. Но этот в войнах вообще на всю Россию такой один. Да, именно он. Особенно в войнах, я бы сказала. Особенный в войнах с удивительным. У нас конкурс «Золотое перо». И кто, как не золотой голос России, а значит, золотой голос Чечни будет петь здесь. Народный артист России. Николай! Ну? Да. Николай Басков! Veide gnehkerses ju alu, ve irsadaina Dieu. Larjoilla havest ju dalla, musulbasan of chichu. Dogdochna berzanna villa, wallalloi machje jasu. Hasieda liet bitasirla, swalloilla hanoch chichu. La ilaha illallah, larjedes chudallah. La ilaha illallah, musulbasan of chichu. Hasjetta egne kärveta, marshallas kuhytyhy.
için La ilahe illallah Lariye 500 dallah La ilahe illallah Usul basamak için Со мной все. Ла илаха иллаллах, ларье вещу даллаху. Ла илаха иллаллах, усул вассаннох чичу. Ла илаха иллаллах, ларье вещу даллаху. Ла илаха иллаллах, усул вассаннох чичу. Ла илаха иллаллах, ларье вещу даллаху. Ла илаха иллаллах, усул вассаннох чичу. Ла илаха иллаллах, ларье вещу даллаху. Ла илаха иллаллах, усул вассаннох чичу. Ла илаха иллаллах, ларье вещу даллаху. Ла илаха иллаллах, усул вассаннох чичу. Ла илаха иллаллах, ларье вещу даллаху. Ла илаха иллаллах, усул вассаннох чичу. Спасибо огромное. Добрый вечер. Ну как я? Ой, спасибо. Спасибо. Какое счастье. Мне Кобзон сказал когда-то: Коля, если на твоих концертах есть дети, это твоя пенсия. Вы знаете, большое счастье сегодня оказаться здесь. Я знал, что меня очень любят в Чечне, но не настолько. Не настолько, чтобы костюм президента республики явно подошел народному артисту Чечни. Рамзан Ахматович, если что-то будете выбрасывать, мы не откажемся. Вы знаете, я хочу поздравить всех сегодня, кто был награжден. Действительно, ваша деятельность очень важная. «Золотое перо», 8-й год проводится эта премия. Надеюсь, я буду приезжать каждый год. Вам все равно, а мне приятно. Спасибо огромное за оказанную честь сегодня петь для вас. И вы знаете, я же знаю, что на самом деле настоящие чеченцы, они же блондины. Поэтому я у вас один такой. Спасибо огромное. Мне совсем не надоело петь, играть, гулять, влюбляться. И ходить вот так в черкеске. И об этом всем говорить. Буду жить и куролесить. Ну как бы все меня не ели. И пускай волнует прессу, как я там загораю с Волочковой. Как я там загораю с Волочковой. И все со мной. Натуральный блондин. И я в Чечне такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой. Натуральный блондин. На всю страну такой один. Ищу тебя, моя сестра. Мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда.
Снова ритм бьет рекорды. Я опять в Чечне пою. Интересно же народу, как я вот по-чеченски могу. Ну и что зато на сцене я сгораю без остатка. Для Великой Республики пускай здесь все будет прекрасно. Ну а с Рамзаном все будет и с Путиным прекрасно. Все натуральный блондин, на всю Чечню такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой. Натуральный блондин, на всю страну такой один. Ищу тебя, моя звезда, мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда. Эх, правая сторона. Всех с праздником и с премией от всего сердца. Домой! Натуральный блондин, на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой. Натуральный блондин, на всю страну такой один. Ищу тебя, моя звезда, мы будем вместе навсегда. Натуральный блондин, на всю республику такой один. Правда? Натуральный блондин, на всю страну такой один. Ищу тебя, моя звезда, мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда. А здесь должна выйти Тина и станцевать. Где Канделаки? Тина, ты где? Ушла? Тогда Верник, танцуй ты. Ну давай. Ну. Слабо. Натуральный блондин. Эх! Что? Видите, сразу видно, что народный артист никакой страны вышел. Ты народный или заслуженный? Кстати, в России заслуженный, а здесь, как видишь. А здесь тебе платят. А меня любят. И все цветы к победителям, к ногам, и дорогие и уважаемые в этом зале. Хочу вам пожелать только счастья, благополучия, многое-многое лето. Храни вас Всевышний, и спасибо за этот потрясающий прием. Кружится земля, и ночь сменяет день. Я прямо чувствую кинжал для Киркорова. Стоя, потому что я счастливее всех людей. Мне Бог с небес послал тебя, и со мной все цветы, что только есть на свете, я сорву. Чтобы ты открыла сердце мне свое, все цветы тебе одной лишь только я дарю. Все цветы и сердце верное мое. Как мне хорошо смотреть в глаза твои и своей душой прильнуть к твоей. Кружится земля, сейчас для нас вот всех нет больше никого на ней. Все цветы, что только есть на свете, я сорву.
сердце верное мое. Спасибо огромное. Спасибо. Чтобы ты открыла сердце мне свое, все цветы, тебе одно лишь только я дарю. Все цветы и сердце верное мое. Спасибо огромное. Низко кланяюсь. Спасибо за ваши цветы, за ваше внимание, за ваши аплодисменты и за особое расположение главы республики. Всегда ваш Николай Басков! Молодой начинающий артист Николай Басков. Ну, если бы вы так начали, как я, интересно, как бы вы закончили. Посмотрим, как вы закончите, дорогой. Итак, заканчивайте уже, Николай. Спасибо. Слушайте, я как Кобзон пришел навсегда. Я хочу искренне от всего сердца еще раз поздравить тех, кто стал сегодня лауреатами, и пожелать вам действительно хорошей, продуктивной, потрясающей работы. И самое главное, знаете, во всех книгах, которые мы читаем, для каждого святыня своя, самое главное – это любовь. Будьте любимы, сами любите, и пускай любовь Всевышнего всегда будет в ваших сердцах. Спасибо. Николай Басков! Спасибо, Николай. Спасибо, дорогой. Спасибо. Я надеюсь, я также поеду в Москву. Да, естественно. Дело в том, что Рамзан Ахматович, когда увидел, в чем приехал Николай, он сказал: срочно переодеть. Вот теперь ты похож на человека, а главное, знаете... ты похож на мужчину. Это прекрасно. Нет. А что, до этого я был похож? Я не знаю, ты приехал в таком виде, это не хочешь сейчас рассказывать. Ну, конечно, я же не могу в Москве кинжал носить все время. Представляешь, я на концерте в Кремле выхожу с кинжалом. Ну что, самое главное, вы знаете, вы не подумайте, что я приехал плохо одетый. Ты приехал неплохо одетый, ты приехал ужасно одетый. Да. Ну, как вы думаете, вы на Кипре сейчас слышали, что происходит? Вот, и у нас кризис. Да. Вот. Поэтому я хочу даже заметить, вот вы с часами, да? Вот ты с часами? Да, и часы показывают мне, что вы Нет, должны отправиться вы знаете, в Москву. я всегда хожу без часов. Потому что меня когда спрашивают часы, я говорю, никаких. И сразу говорят, как может мужчина быть без часов? Я говорю, ну вот так пока не вышло. Я говорю, плохие не ношу, хороших не дарят. Ну и сбываются потом мои мечты. Спасибо огромное. Теперь скажите мне, кому здесь платят и кого любят? До свидания, Николай. Спасибо. Спасибо. До свидания. Игорь, я тебе только это прощаю, потому что ты мой друг. Мальчики, не ссорьтесь, все равно на одной лестничной клетке в Грозном-Сити закончите. Спасибо. Кстати, это неплохо, дорогой. Так, мне не важно где, мне важно с кем. Вот и все. Кстати, Браво. я сегодня... У нас сегодня, Коль, ты просто не знаешь, уже был один победитель. Зачем вы его позвали? И Тина и так много говорит, еще и этот. Коля, ты просто не знаешь, здесь был один победитель, номинант. Он много интересного рассказывал, не хотел уходить со сцены. Какое счастье, что у тебя есть что рассказать. Продолжай, дорогой. Все, я ухожу. Вот Нет, это после. ну, лучше оставите себе хорошее впечатление, еще раз вернуться. Молодец. Николай Басков, друзья. Золотой голос Чечни. Ну что ж, буквально несколько секунд отделяют нас от разгадки и главной интриги вечера. Ну, знаете, можно было бы, конечно, потянуть время, но гости нашей церемонии как-то, они, понятно, очень волнуются, да, и сидят спокойно. Не очень понимаю, почему вы не хлопаете, не аплодируете в предвкушении того, что нас сейчас ждет. Потому что мы не хотим больше испытывать ваше терпение, но прежде чем будет объявлен победитель Гран-при, мы хотим наградить, с вашего позволения, еще одного человека.
Знаешь, Тина, мне кажется, что награду этому человеку было бы приятно получить именно из твоих рук. Я с удовольствием, тем более, что эту почетную миссию, наверное, каждый сегодня захотел отчасти выполнить. Итак, кого я поздравляю? Итак, друзья, Рамзан Ахматович, мы просим вас выйти на сцену. Друзья, под аплодисменты всего зала мы приглашаем на сцену главу Чеченской Республики. Что дальше? Вы знаете, Тина, ты должна была это сказать, но, естественно, ты волнуешься, и поэтому скажу это я. Здесь написаны слова Тины. Я с удовольствием выполню эту почетную миссию. Чеченская Республика — уникальный регион. Это, наверное, потому, что у нее два сердца. Это великолепная мечеть, сердце Чечни и человек, который ее построил. Рамзан Кадыров. Тина, вручи, пожалуйста, Рамзану этот приз. Приятно получить такой кубок сердцу Чеченской Республики. Сердце. Спасибо, Рамзан. Спасибо, дорогой. Рамзан. Конечно, было бы прекрасно, если вы остались на сцене. Вот посмотрите, справа от вас есть возможность зачитать это имя. И я, если позволите, я просто скажу, что сегодня мы, собственно говоря, все ждем имя человека, который станет обладателем гран-при 8-го международного конкурса журналистов «Золотое перо» памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Конечно, Рамзан Ахматович, нам бы всем хотелось, чтобы именно вы объявили лауреата и победителя, обладателя гран-при. Что-то, по-моему, организаторы что-то перепутали. Мы присваиваем почетное звание заслуженный журналист Чеченской Республики Тине Канделаки. Да? Поздравляем, Тина! И впервые, вы видите, впервые Тина не знает, что сказать. Сейчас вы вместе что-то сообразите. И то же самое, не то же самое там. Басков у нас, по-моему, народный, ну, Игорь Верник тоже заслуженный артист Чеченской Республики. Все-таки любят. Басков не знает, что мы дружим, поэтому ему скажем мы. Конечно, спасибо. Тин, скажи ты, потом я скажу. А я вот как раз воспользуюсь имеющейся у меня возможностью и скажу то, что давно хотела сказать. Вы знаете, ни для кого не секрет, что я помимо журналистской деятельности много занимаюсь социальными сетями, не только в качестве человека, который ими пользуется, но и в качестве человека, который давным-давно там определенную часть своей жизни посвятил коммуникациям. И я вот здесь, Рамзан Ахматович, раз уж у меня есть возможность, хочу сказать то, что я часто говорю своим друзьям. Мне все говорят, скажите, а Кадыров правда сам пишет? Скажите, а Кадыров правда людям сам отвечает? Скажите, а Кадыров правда людям звонит? Вот то, что меня в Рамзане Ахматовиче искренне удивило, поразило, и то, что заслуживает колоссального уважения, в наше время, когда коммуникация очень важна, любой самый маленький, самый простой человек сегодня, благодаря тому, как мир изменился, может достучаться до самого главного человека в своем регионе, в своей стране. Но проблема, вы знаете, в чем? Что не каждый человек отвечает. И вот то, что я вижу в Чечне, вы знаете, мне часто в Грузии рассказывали, что, наверное, Чечня отличается от всех тем, что у вас не было рабовладельческого строя. К вам приходят свободными, и от вас уходят свободными. И вы все свободные, и абсолютно вне зависимости от того, кто какое положение занимает, вы относитесь друг к другу на равных.
И вот эта открытость Кадырова сегодня на самом деле стала феноменальной. Медиалогия подводит итоги, и Кадыров сегодня на самом деле самый цитируемый губернатор, это правда. И меня все спрашивают, ну как это получилось? Это какая-то команда, это кто-то ему подсказал. Глупости все это, вы знаете, многие нанимают команды, на многих работают пиарщики, но когда нет человека, никакой пиар ему не поможет. А когда есть человек, так получается. И это сегодня очень здорово, то, что Чечня, никто бы в это не поверил несколько лет назад, на самом деле стала самым открытым регионом. Нет сегодня человека в Чечне, который не может быть услышан самим Кадыровым. И сегодня есть все возможности быть услышанным любому человеку, и его проблемы, его трудности, его сложности. Это очень здорово. Вы знаете, было бы хорошо, если бы так было по всей России. И этот тренд отчасти задала Чечня. Это правда так сегодня. Спасибо. И то же самое хотел дополнить слова нашей многоуважаемой Тине Канделаки. И тоже наши недруги пишут, что я заплатил Тине большие деньги за то, что она вела пиар-компанию. Я никогда никому не плачу. Я, наоборот, привлекаю всю республику. А Тина наш друг, мы очень его уважаем, ценим, любим, поэтому кто продает себя, свою честь, родину, только такие люди думают так. Я вас еще раз поздравляю. Если вы разрешите, я объявлю, кто у нас сегодня самый главный на сцене. Конечно, конечно, Руслан Михайлович. Так, гран-при конкурса Шеймани Арсаева. ГТРК «Война». Шеймани Арсаева, телекомпания «Война». Шеймани, гран-при Аймани, спонсор. Да, объявки, ведом. И нужно сказать, что обладатель гран-при получает, кроме всего прочего, 300 тысяч рублей. А сейчас, друзья, из рук Рамзана Кадырова, счастливый обладатель гран-при, получает фантастический красивый букет, диплом. И это награду, которая будет храниться, конечно, в доме. Рамзан, конечно. Ändå dersnes alltså dagare bakala хирдушун шул тюал олш халячат сукза шул эш лячат делатта хана сарит хила хокзлат югт акул сакалек кече муч хила хирду из асы бал бечханаха Кадыров Ахмад Хаджиглятцы цадела дит халду шо дела дит атту خل هندو إذا تو شنت إلياس خيردك تو مريحة حام إيدات سوي تعمل لوتر دويتة إلياس هندو إتسوينا تو إلياس شويدر ومحكبر أتدو إذا الديركشن إليات أتصلشين خالدولشيا عجل إكواك بيحقن وي أستمر كيلها ديانتاش أستمر قلت يا أستو إليات دقدرت ويز تندل تنخ يقونخ للبحندولش أتر قونخ وقال أتات حنحنج وردولش تات تهنا متع أتدش معن دايشوش تات وي متعبي تون ديل خدوش أتدش معن أتسال دز سيلا هور نخشوشون ديريس خوش مسان ديريس خوش رمضان أحمديش دا سيدويلها تغن أعطيس لوش تو غلق دا شين دعلوري لزنده ديريس خوش
Я еще раз хочу поздравить всех участников, победителей. Да, особо хочу сказать слова благодарности Муслиму Магомеду Хучиеву. Он и Хаджи Мураду Иса, они организаторы, и это конкурс, их идея. Поэтому я думаю, что мы будем приумножать все и будем идти вперед. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Спасибо большое. Мы поздравляем Шумани вас. Мы поздравляем всех тех, кто сегодня здесь, в этом зале с нами. Ну что ж, сегодня можно сказать, что целый год шла подготовка к этому радостному событию. И со всех концов России, что самое приятное, даже из-за рубежа, летели в Грозный заявки на участие в конкурсе «Золотое перо». И в течение прошлого года члены оргкомитета бережно собирали присланные журналистские работы, чтобы потом передать их членам высокого конкурсного жюри. Вроде бы скажете обычная работа, а согласитесь, как много радостных минут весь этот конкурс доставил и тем, кто в нем непосредственно участвовал, и всем, кто находился в зале. Да и нам с вами, Игорь, честно говоря, потому что, вы знаете, залы бывают разными, и я вела очень много разных церемоний, как и ты, Игорь. Но та теплота, с которой вы приветствуете победителей, это очень здорово и это очень классно. Это мы ощущаем здесь, каждый, кто выходит на эту сцену. Знаете, друзья, конечно же, здесь, в Грозном, в Чечне, не может быть иначе. Я думаю, что в этом убеждается каждый, кто приезжает сюда. Уже 8 лет «Золотое перо» собирает в Грозном людей, которые... Девиз нашего конкурса «Мир, творчество и созидание». Как маяк, этот девиз ведет нас всех по жизни. Ну что ж, с вашего позволения, тогда мы заканчиваем церемонию. Я говорю до свидания. 8-й международный конкурс «Золотое перо». А я говорю здравствуй, 9-й международный конкурс «Золотое перо». Спасибо, друзья. До встречи. Будьте счастливы.